А раз, два, три, четыре.
Добрый вечер, воскресный, уважаемые друзья и болельщики. Рад вас приветствовать. Башкирская хоккейная лига возобновляет свои трансляции. Вчера начали играть первую игру после затяжных выходных, ну и сегодня в качестве подарка авансом, наверное, нам сразу две. Первую встречу сыграют между собой команды Баш РТС, это распределительные тепловые сети, и против башкирской генерирующей компании. А РТС по правую руку от нас в форме темной. Что касается БГК, их соперников, то они играют в форме светлой и по левую руку от нас. Поговорим о турнирной таблице, и новостями делится здесь и сама лига с нами в социальных сетях. Возможно, кто-то не видел или не слышал последние новости. Обязательно по ходу встречи, дорогие друзья, донесу до вас. Но здесь уже у нас счет в этом матче открыт. Собственно, не успели мы даже и представить составы. Смотрим момент на повторе. Денис Хисамудинов, несмотря на то, что находились и партнеры рядом, да, но все полностью взял инициативу на себя. Сам зашел в зону, сместился чуть левее, далее перемещение в центр с броском в ворота Баш РТС. Побывала одна шайба. А сыграли-то буквально 1,5 минуты, да, дорогие друзья. Не так уж и много, конечно, но тем не менее счет в этой встрече уже открыт. Давайте о составах. Распределительные тепловые сети. Денис Хисамудинов, автор взятия ворот. Я не стал перебивать своего коллегу-диктора, поэтому продолжаем дальше. Состав распределительных тепловых сетей. Ворот Вадим Вильданов, номер 1. Полевые игроки: Искандрей Никеев 5, Никита Орлов 8, Андрей Чернов 10, Дамир Мустафин 13, Денис Ахунов 17, Альберт Шейхудинов номер 30, Айдар Халилов 41, Олег Кадалов 47, Артур Давлетов играет под номером 68, Альберт Гаянов 69, Эдуард Губайдулин 76, Альберт Минигулов 77, Виталий Филатенков номер 78, Александр Харитонов 83, Эдуард Лахипов 88, Илья Макулин играет под номером 99. Башкирская генерирующая компания обороняет раму ворот Дмитрий Корнилов, 88 номер, Денис Хисамудинов. Полевые игроки пошли у нас. Автор первого взятия ворот играет под номером 6, Эдуард Хабиров 7, Николай Казаков номер 9, Андрей Озеров 13, Рустам Усманов 18, Олег Пихенько играет под номером 20, Наэль Габидулин 21, Ильдар Ахмедзянов 26, Сергей Вербин играет под номером 42, 52, Петров Валерий 60, Хамитов Камиль 63, Венер Гайсин, Ильдар Мухаммед Гареев играет под номером 75, Ренат Мустафин 83 и Марат Азнаев играет под номером 86. Шайба Ахунов, оставление на партнера неплохое. Тут же следует бросок. Корнилов, Дмитрий на месте, обороняет надежно ворот своего коллектива и не позволяет пройти шайбе дальше синей линии. Очередное выбрасывание. Халилов от РТС поборолся. Шайба на центре. Здесь капитан команды Андрей Озеров принимал участие на выходе из зоны. В очередном моменте БГК закрепляется в зоне своего соперника. Озеров вдоль борта. Габидулина поджали плотно. Да, смотрите, как вдвоем сразу взяли его там в корзинку, что ли, так сказать, возле борта. И пройти-то не дают. Ахмедзянов налево подхватывает здесь Габидулин. И, казалось бы, позиция-то неплохая. Можно произвести с ней бросок, да, но вот защита
РТС пока сделать это не дает. Быстрая контратака. 2 в 1. Да нет, здесь уже выход 1 на 1 полноценный. Сможет ли обыграть Корнилова? Нет, не удается у Чернова. Обхитрить Дмитрия Корнилова. Честь и хвала, конечно. Чернов здесь очень активно ускорился на подходе. Обыграл защитников. И один из своих первых таких острых, опасных моментов создают игроки. Распределительных тепловых сетей передачи не получается. Знаем. В зоне соперника. Сводит на нет атаку башкирской генерирующей компании. Ну а мы давайте, наверное, обсудим с вами, дорогие друзья, турнирную таблицу. На сегодняшний день, без учета вчерашней игры, да, вчера у нас играла Транснефть с Уральцем. Уралец уступил. Но, тем не менее, если, наверное, подводить итоги, да, турнирной таблицы, то нужно рассматривать в целом. Игровой день, как это было ранее, по воскресеньям проходило 3 игры. Здесь же немножко мы поиграли и в субботу, и вот сегодня играем в воскресенье, да. Как ранее писали организаторы о том, что вот такой разброс по времени некий, он все-таки связан в связи с большой загруженностью. Позднее время игр связано с большим количеством мероприятий на этих выходных в арене. Вот так вот дословно писали организаторы, и, соответственно, пришлось как-то подстраиваться, да, под эту всю обстановку. Так вот, пока в счет вчерашнюю игру не берем, значит, у нас лидирует УФСИН, 12 игр. В 11 одержали победу, одно поражение, 32 очка в зачете. Если говорить о командах, которые принимают участие в этом матче, то БГК идет на 4-м месте. Сыграно 11 игр. Из них выиграли 4. Соответственно, в 7 проиграли, 12 очков в их зачете. А вот Баш РТС замыкает турнирную таблицу, и на данный момент у них из 11 проведенных игр всего лишь одна победа, да и та в послематчевых бросках. В основное время победитель не определился, и для выявления уже нужно было перевести игру в серию послематчевых бросков, в котором и Баш РТС фактически одержала победу. 4 очка в зачете. Разница забитых и пропущенных 17 раз забивались. Что там это шайба? 18, да, у нас получается. РТС у нас сегодня пока не забивал. Я про БГК. Баш РТС 17 шайб забросили по ходу всего турнира, 54 пропустили. БГК 29 против 39. Хусамудинов. Как же здорово, да, чувствуют они друг друга. Вот Габидуллин сейчас находился на интересной такой позиции. Здесь Хусамудинов уже понял, что и угол-то был довольно-таки острый, бросать смысла нет, если только надеяться на рикошет от амуниции от самого Вильданова. Тут же ловко Габидуллин все-таки отдал пас. Ничего такого далее не последовало, но в целом задумка была неинтересная. Вербин находился уже практически на одной ноге, да, перевел равновесие и пытался щелчок развести. Филатенков, да и прямо практически под, да, голкипера. БГК сейчас проходила эта передача, но, на мой взгляд, где-то полметра буквально не хватило. Немножко бы правее, чуть пораньше накатывался партнер, то можно было бы этот момент реализовать. Губайдуллин. Ахунов. Блестяще.
Губайдуллин переводит на центр. Здесь добивание будет ли вторым темпом. Идет атака. Дала. Ну, не сильный был такой, наверное, больше наброс, да, нежели бросок после касания шайбы Олега Кадала. А Рустам Усманов разыгрывали с Мустафиным. Больше половины сыграли первого периода. И браво, Денис Ахунов. РТС сравнивает счет за 6 минут до окончания матча. Давайте еще раз вместе с вами посмотрим этот момент на повторе. Ахунов, ну как же красиво все сделал здесь. И Корнилова обыграл, да, на подходе. Смотрим, смещается. Вот, исходя из этой ситуации, казалось бы, что Ахунов сейчас будет ближе смещаться к Корнилову. И там уже есть штанга, еще одна. Да что такое, это РТС. Почувствовали, похоже, вкус заброшенных шайб. И вот сейчас продолжает свое давление. Да, несмотря на то, что у нас РТС как бы в турнирной таблице чуть пониже, да, своего соперника. Вот на данный момент на площадке я бы так не сказал. Команды плюс-минус равные по составам сегодня. 16 полевых игроков заявлено у распределительных тепловых сетей. И так, а точно ли 10-й номер был у нас Чернов Андрей? Мне потому что показалось, что 17-й это был Денис Ахунов. Ну, ничего страшного, конечно. Я сочту это за то, что я некорректно разглядел, но очень обращу внимание на это, наверное, уже когда она покажет подборку моментов в середине, потому как разглядел я там Ахунова. Вопрос останется. Так, у нас остановочка. С чем связано? Давайте посмотрим. Ну, в целом-то увлекательно, да, потому что и Борта открыт в штрафном боксе, и мы видим, что он направляется туда. А у нас Рустам Усманов. А мы продолжаем игру. 3 минуты до окончания первого периода. Счет равный, пока у нас ничья, дорогие друзья. Платенков пошел в бой сам. Ворота сдвинуты у нас. Судья должен остановить игру. Нарушение численного состава было у коллективов, потому что как такового фактически нарушение правил мы с вами не видели. А вот по количеству игроков, находящихся на льду, все-таки тепловые сети немного схитрили, да, хотели шестером поиграть против 5 соперников. Платенков через право разыгрывает, тоже получил обратный класс под синюю линию. На дальнем фланге Гаянов свободен, пока не прикрытый, может быть через него, или через Вахитова. Разыграть это, как здесь игроки уже вдвоем, да, в горизонтальном положении, но все равно борьба продолжается.
Не хотят друг другу уступать игровой снаряд соперники, поэтому до последнего борются за владение шайбой. Голов вдоль борта. Здесь Губайдулин на синюю. Вахитов через право. На центр. Скидка классная. Макурин. Можно добивать здесь. Но нет, Корнилов с этим не согласен. Надежно фиксирует черную таблетку в своей ловушке Дмитрий Корнилов. Команда БГК играет в полном составе. В БГК вернулся в стройные ряды. Пятый полевой игрок. И Самудинов перехватывает, и как за себя, так класс какой, да, такой мастерский. Вервин. Обратно. Вервин получает свое распоряжение шайбу. На удивление, да? Вдоль борта пытался Сергей кого-то там из партнеров найти, но тут же отдал шайбу сопернику, а соперник ответным же действием вдоль борта отдал ее обратно Сергею Вервину. Ну, обменялись, да, коллеги по цеху. Что ж тут греха таить. Распределительные тепловые сети и генерирующая компания. Плюс-минус. Одним делом занимаются коллеги. У нас небольшая пауза, отдохнем, вернемся совсем скоро. РТС и БГК возвращаются играть. Второй период встречи у нас пока ничья, дорогие друзья. Я пересмотрел момент взятия ворот от распределительных тепловых сетей и все-таки разглядел там отчетливо Дениса Ахунова. Судья-информатор объявил, что это был Андрей Чернов, но все мы люди, можем ошибиться, далеко не идеальны. Как раз таки Чернов вот сейчас проводит свою атаку в составе РТСа. Ну, а мы продолжаем наблюдать за этим поединком далее. Хорошие новости, уважаемые болельщики. Башкирская хоккейная лига начала продавать атрибутику БХЛ. Все, кто давно хотел заполучить долгожданные кепки, блокноты, кружки, значки, можете это сделать уже, дорогие друзья. Вся продукция представлена в отеле Шератон Плаза, Уфа, который располагается по адресу Цурупы, дом 7.
Всем, кто оставлял ранее заявку на сувенирную продукцию БХЛ, обещают организаторы связаться. И также ранее вот на тему сувенирной продукции, да, можно сказать, что проводили акцию. Прервался посмотреть этот момент. Проводили акцию организаторы Башкирской хоккейной лиги на радио Energy, разыгрывали подарочные наборы. И вот, как нам подсказывают, есть победитель даже. Ксения Хайрулина, приложена фотография, прекрасная сувенирная продукция БХЛ и, конечно же, прекрасная Ксения. Исамудинов вырвался на оперативный простор, если с первого раза не получилось взять Вадима Вильданова, там отчетливо мы слышали звон штанги, то на добивание Денис Исамудинов не оставил никаких шансов. Один-два счет этой встречи. Выходит вперед генерирующая компания. Ну и давайте вспомним, сколько времени потребовалось, чтобы отыграться РТСу в первом игровом отрезке. Ну, так, по ощущениям, наверное, где-то минут 5, да? А вот здесь подножка будет ли? Да, все верно. Мы отмечаем, что это уже вторая заброшенная шайба Дениса Хисамудинова. И, соответственно, оформляет он дубль. Здесь у нас удаление. Артур Давлетов. Четвером остаются тепловые сети против мастеровитой пятерки. Башкирской генерирующей компании. Давайте посмотрим, как будет разыгрывать большинство. Удастся ли его реализовать, наверное, да, самое главное. И интригующее. В этом моменте Пихенько. Отличный бросок. Хабиров закрывал обзор Шайхутдинову, но не помогло это, а здесь уже как так? Хабиров. Пустые ворота, казалось бы, переведи шайбу, да, и будет гол, но нет. Альберт Шайхутдинов сделать это не позволяет. Смотрим еще раз на повторе, но вот здесь мы видим, да, уже, что концовка эпизода, и когда зафиксировал Альберт Шайхутдинов игровой снаряд, а ранее видно было отчетливо, что уже находясь на льду, все-таки там чисто только за счет того, что на опыте Шайхутдинов клюшку выставил. Хабиров фактически протолкнуть игровой снаряд уже не смог. Пихенько. Хитро Гаянов показал, да, что сейчас будет мощный бросок, ну а сам едва лишь только на этой прекрасной для себя ноте соперника ты обманул. Пихенько. Поправка Габидулин. Исамудинов. Борта.
Вмещается игровой снаряд на левый фланг. Здесь Пихенкова. РТС продолжает играть в пятером. ВГК. Реализация большинства не удается. Но здесь по-прежнему свою атаку продолжает БГК. Усманов по низу и точен Усманов. Альберт Шайхутдинов пропускает. А Рустам Усманов протоколируемый. Одно взятие ворот пока на данный момент. И уже БГК, конечно, пошло. Пошла в отрыв башкирская генерирующая компания. Здесь третья шайба. И очень тяжело сейчас будет догонять своего соперника. Тепловым сетям. Шайбу забросил Усманов. Снова Усманов пойдет на дубль, но в этот раз Шайхутдинов не дремал. Да и в прошлый раз-то не дремал, да? Альберт Шайхутдинов, но это как-то ловко по низу. Прошел игровой снаряд. Хотя и был готов к этому броску, мы увидели Шайхутдинов. Занял правильную позицию. Но как-то шайба предательски все-таки для него закатилась. Мустафин ищет кого-то из партнеров, находит Макурина, но вдвоем закрыть синюю линию не получается. Миникеева. Макурина через дом вынужден разыгрывать. По диагонали был пас, но никого не понятно. Самодинов. Минигулов с Гулбайдулиным пытается что-то сообразить. А на двоих тут же уже и подключается партнеров четвером. Находится в зоне своего соперника игроки РТС. Миникеев. Так, Байдулин был у нас с шайбой. Да, что, опять нарушение численного состава? Довольно глубоко уже в зону своего соперника прошли игроки тепловых сетей. Или это запоздалое положение вне игры, либо нарушение численного состава. Одно из двух. Да, коллективно решали здесь, кто все-таки пойдет отбывать малый штраф, и решением коллектива приняли, что это будет Олег Кадалов. Видовлян. Самодинов, поперечный пас на Пихенькова. Пихенькова обратно. Айдар Халилов, 41 номер. А я сказал, что это был Олег Кадалов. Ну, однерка-семерка, да. Чуть-чуть приподнята была майка, и сразу сход ты не разглядел. Айдар Халилов. Все верно. Пять с половиной минут остается играть во втором периоде. И знаете, дорогие друзья, если в первом игровом отрезке у нас как-то было все неоднозначно, да, ничья, еще равный, то здесь уже по ходу второго периода в небольшой, но отрыв выходит башкирская генерирующая компания.
И на этом, собственно, останавливаться пока не собирается. Две шайбы от БГК остаются пока без ответа. Но, возможно, сейчас. Орлов. Бросок по низу. На месте Корнилов. Гаянов. Да как он один здесь остается? Что делает этот игрок? Да, пытается прям... Я не знаю, что это было из серии финта дриблинга Альберта Гаянова. Но вот... Благо для Корнилова этот фокус не удался. И добивание уже. Какой по счету? Ой-ой-ой, здесь неприятное у нас попадание. Чернова подбили. Смотрим на повторе. Так, уже смотрим на скамейку, все в порядке, там Чернов поблагодарил медперсонал за то, что активно были готовы оказать первую помощь. Но понимаем, да, прекрасно, некий болевой шок там был. Кстати, пересмотрели повтор, моменты, и не совсем понятно было. Но со стороны соперника явно не было никакого злого умысла, да, и здесь... Вот так вот волей судьбы практически. И Чернов направлялся на соперника, и соперник на него. А там казалось бы, что где-то вот на клюшку как будто Чернов сам, можно сказать, наехал, да. Но вот это лишь мое предположение. Предположение. Когда находится на льду игрок, и вот, мы все прекрасно видели, как Андрей, так скажем, сократился, да, в этом моменте. И всегда до последнего непонятно, что, где и как. У человека болевой шок, все объективно понятно. Вот насколько серьезен характер травмы, до конца неизвестно. Но в хоккей играют настоящие мужчины. Мы надеемся, что все в порядке у Андрея. По крайней мере, судя по его настрою, уже на скамейке запасных видится это именно так. И надеемся в ближайшее время в этой игре уже его увидеть. Харитонов по шайбе не... Мустафин по шайбе не попадает. 83-й номер это коллега Александр Харитонов из состава Башар ТС. А там же в моменте все-таки был Мустафин. Здесь какая-то задумка явно была у игрока тепловых сетей. Но до конца реализации этого момента мы с вами так не увидим. Алиев на партнера. Недолго думает, тот заряжает, но... Левый снаряд проходит где-то над перекладиной. ВГК. Казаков заходит справа. Сразу 3 оппонента противостоят ему, в том числе и капитан Андрей Озеров. Вербин. Хисамудинова, как классно-то здесь оставление было, да, Хисамудинов уже как архитектор атак своей команде увидел Наиля Габидуллина. Хорошей игровой позиции, но снова Габидуллин, бросок, отражает Шахудинов. Самудинов шайбы под синюю. Сумеет ли оставить в игре? Да, оставляют в игре в зоне соперника белую шайбу. Но, впрочем, недолго находилась она там уже. Владеет ей Эльдар Ахмедянов.
Самудинов. Однозначно на Вергана предполагалось эта передача, но вот опередили оппоненты. А у нас с вами, друзья, второй перерыв. Немножко отдохнем. Продолжаем наблюдать за башкирской хоккейной лигой. Распределительные тепловые сети против башкирской генерирующей компании. Если в первом периоде у нас была ничья, по крайней мере после его окончания, то сейчас уже во втором игровом отрезке все-таки БГК сумела забросить две безответные шайбы в ворот своего оппонента. По ходу игры взятием ворот отличились в составе БГК дублем Денис Хисамудинов и также его коллега Рустам Усманов был автором третьей заброшенной шайбы. В свою очередь распределительные тепловые сети в этом коллективе Денис Ахунов был автором заброшенной шайбы. Корнилов сходу-то не так-то просто у вратарской амуниции, да, уважаемые болельщики, поднять плоский каучуковый диск с плоского льда с первой попытки, но тем не менее это было сделано. Гаянов бросок, получается этот удар блокированный. МТС откатывается в свою зону. Потеря равновесия. Но вот смотрите как, нарушение правил... все-таки есть, да, было. Арбитр зафиксировал, но действия Хисамудинова в целом не понравились. В том плане, что... он понял, да, что было нарушение. И вот пока я не видел реакцию рефери, то казалось, что здесь сам Денис как бы принял решение по факту справедливости не продолжать дальше какие-то атакующие действия и оставить ситуацию на... Матю. Мини-голов. АТС в атаке. Неплохо разыграли. Вот что сказать хотелось, что по части розыгрышей сегодня РТС смотрится очень даже хорошо. Смотрите, какие шедевры, да, у нас здесь буквально на ходу придумывают эти коллективы. Вот пока реализация, конечно, не на их стороне. И отыграть две шайбы
вполне возможно. Этой команде, я уверен, временно это благо предостаточно. Розыгрыши есть, но реализация на данный момент пока не на стороне тепловых сетей. Макурин сам бросил, был неточен, сам же поехал за шайбой. Тут же находит Гаянова. Получает обратный пас на центр, скидкой. Вот только что о чем буквально разговаривали. Но смотрите, вот что делают эти игроки. Филатенков уже находился на пятаке, но перевести шайбу не получилось. Также мы помним, что до этого был у нас момент, когда что-то подобное, да, похожее демонстрировали тепловые сети. Да, конечно, они сейчас играют вчетвером. Вот, но, тем не менее, Команда ПГК играет в полном составе. что-то хвала коллективу белых. А Хисамудинов играет в свой хоккей, только вышел со скамейки штрафников, тут же прямиком кинулся в бой. Вертикальный пас, Габидулин. Сделана коллега, но шайба у нас остается за Хабиром. Кадала. Хисамудинов, есть оперативный простор, можно здесь убегать, обыгрывает защитника Баш РТС, но вот уже на подходе, конечно, Шахидинова. Этим броском обыграть не смог. Корнилов на опте блином отбрасывается. Хабиров на подборе Халилов. БГК в атаке. Габидуля. Бросок-то будет или нет? Как-то, знаете, такой счет 1-3, да, он... Я бы не сказал, что является на данный момент каким-то решающим в этой игре. Потому что фактически... Может отыграться в стиле РТС, да? Может. Но другое дело, если БГК еще одну или две оформит, вот здесь тогда в целом по матчу, наверное, будет все и ясно. Здесь 10,5 минут нам еще играть в этом игровом отрезке, и на данный момент фаворита этой встречи выделить не получается. Чернов неплохо действовал на левом фланге, да, может быть, ему судья-информатор авансом выдал вот, в первом игровом отрезке, когда назвал автором взятия ворот Андрея Чернова, в то время как это был Денис Ахунов. Ну, давайте установим хронологию, дорогие друзья. Первый игровой отрезок у нас прошел под... была у нас ничья, то есть как-то мы не могли, да, понять относительно кто вот здесь вообще как будет возглавит. Ну, собственно, этот поединок возьмет под свой контроль. Во втором периоде прошел под эгидой генерирующей компании, потому как две шайбы безответные забитые. Но а сейчас волю к победе мы отмечаем распределительных тепловых сетей. Казалось бы, все получается, классные розыгрыши, но вот, повторюсь еще раз, завершать до
своего логического завершения вот эти моменты, которые они создают, и все розыгрыши у коллектива на данный момент не получается. Чернов пытался отработать аванс. И, кстати, довольно близок он к этому моменту, потому что и ранее с этой позиции проводил бросок. И сейчас, да, ну, казалось бы, не точно, и в створ ворот шайба не попала. Ну, давайте будем честны, уважаемые болельщики, там была штанга. А штанга это 3-4 сантиметра влево-вправо, и мог бы быть уже и гол. Половина периода у нас позади. Филатенков. Голов, кстати, мы и не видели, да? В этом игровом отрезке, что и, собственно, удивительно, потому что казалось бы, что по всем законам физики уже у игроков к третьему периоду сил не так много, и координация, конечно же, не совсем та, когда выходят только игроки на лед. Поэтому здесь очень опасно. Ну, что за момент создает сейчас распределительные тепловые сети, и мы опять возвращаемся к тому разговору, что все у них получается, но забить никак не удается. Браво, Дмитрий Корнилов. До последнего боролся, это и принесло свои плоды. Самодинов. Шайба на синей линии. Хабиров, дальний, мощный бросок. Но благо для Альберта Шейхутдинова было не точно. А здесь клюшку потерял один игроков в белой форме, но оперативно ее возвращает в родную гавань. Николов. Партнеров, Вербин. Ой-ой-ой, ну как в девятку, да, сейчас сложит эту шайбу. Игрок команды БГК. И, наверное, за 5,5 минут до окончания. Но можем мы с вами говорить, что в теории исход этого матча, скорее всего, ясен и понятен. Сергей Вербин. Наслаждаюсь я вот этим моментом взятия ворот. Ну, в целом, да, как моменты, конечно же, рассматриваю. Передача Михейка, коллега. Шайбу забросил. Вербин Сергей. Номер 42. Знаете, не хотелось бы, да, создавать какую-то интригу или демонстрировать того, что, возможно, я болею за какую-либо из команд. Но вот 3 шайбы за 5 минут до окончания матча в целом это реально. И я думаю, РТС может попробовать это сделать. Мы видели классный розыгрыш в их исполнении. Но вот как-то нужно фортуну, да, сейчас потянуть, прям вот на себя перетянуть это одеяло распределительным тепловым сетям. И в этом случае, я уверен, они могут побороться за победу в этой встрече. И где-то ближайшие минуты-полторы она, на мой взгляд, растает. Все точки над «и». Смотрим за моментом 2 в 2. Выход, ну вот Губайдулин здесь по низу. Добивание, и уже коньком вытаскивает. Вы видели, друзья, Казаков. Коньком, да, шайба. От конька, по-моему, был рикошет. Давайте посмотрим на повторе. Губайдулин по низу. И вот смотрите, бросок неудобный уже.
Да, все верно. Бросал Олег Кадава. На предмет пересечения синей линии сейчас смотрит. Но нет, не было здесь взятия. И снова мы говорим о том, что Фортуна сегодня не на стороне тепловых сетей. Момент классный, конечно. На грани. От синей линии прошла шайба. Горбян. И Самудинов выходит. Довольно-таки опасно. Так, а у нас теперь Вильданов, да, уже с ворота обороняет тепловых сетей. Да, мы видим, что была замена голкипера. Да, честно говоря, и начинал-то он, да, по-моему. И в какой-то момент я обратил внимание, что вот Альберт Шайхутдинов уже обороняет. А с чем связаны были эти замены, конечно, не совсем понятно мне, но, наверное, преследуют в целом игроки возможность провести побольше времени, получить игровой опыт и побороться за победу своей команды. Чинов. Давидовлен, Хисамудинов по низу на месте Вильдан. Чуть больше, чем 1,5 минуты остается до окончания этой игры. Я думаю, мы можем вместе с вами уже... Мы можем уже с вами потихонечку начинать поздравлять башкирскую генерирующую компанию с победой в этой встрече. Добывают они себе очередные драгоценные очки. РТС старались, сегодня очень много получалось, разок даже забросили, да, но вот если бы процент реализации всех их задуманных моментов был бы хотя бы на треть или четверть побольше, то здесь, я думаю, они бы вполне способны были, конкурентоспособны были бы в плане забитых шайб, побороться с своим соперником за победу в этой встрече. Но колесо фортуны сегодня оказалось более благосклонно команде распределительных тепловых сетей. Ну, как фортуны, да, и отчасти, конечно же, как мы видим по ходу турнира, ну, давайте будем честны, немного класс команды БГК чуть повыше. Я ни в коем случае никого не хочу обидеть и что-то сказать, но на данный момент РТС проводит свои игры из 11 проведенных, а это 12, то есть 12 проведенных игр, и одержать победу удалось лишь ей только в одной игре. Я думаю, ничего страшного, коллектив по факту только формируется, они развиваются, первый год играют в башкирской хоккейной лиге, и какой-то этап развития однозначно должен здесь быть. Дорогие друзья, матч окончен. С победой поздравляем БГК, РТС. Развивайтесь, укрепляйтесь. Мы верим в вас. С вашего позволения разрешите откланяться. До новых встреч на хоккее. Всем пока.